Сегодня заключительный, пятый день проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Во всех городах и поселениях этим утром заработали избирательные участки. В предыдущие дни, напомним, было организовано выездное голосование. Все ради безопасности участников референдума. Провокации со стороны Украины каждый день. Впрочем, несмотря на обстрелы, люди все равно идут и отдают свои голоса. Вот, к примеру, как это происходит в подшефном Коме, городе Ровеньки Луганской Народной Республики. Я это воспринимаю как... Пусть будет это как фейерверк в честь референдума. Поэтому нормально. Все так и должно, наверное, быть, чтобы запугать. Но люди должны твердо решить и принять правильное решение. Люди, что пришли до начала вот этих взрывов, они также стояли и ждали или где-то прятались. Поэтому, смотрите, очередь не прекращается. Это не просто люди, у нас самые хорошие патриоты, самые замечательные люди в нашем городе. Большинство жителей города уже давно приняли решение и в эти дни лишь подтвердили его официально. Бывший шахтер Леонид теперь защищает территорию республики. Говорит, сила русского народа в единстве. Люди, по-моему, действительно натерпелись. Натерпелись за 8 лет и вот за последних полгода. Вместе, даже в сказке было сказано, мы кулак, который никто не сломит. Кто на Русь с мечом пришел, он отмечает погиб. Идет голосование и на территории Коми в пунктах временного размещения беженцев. Большая их часть уже отдала свой голос в первые дни, но до сих пор на участки приходят люди. Те, кто не смог принять участие в референдумах ранее, в силу разных обстоятельств торопятся выразить свое мнение. В Воркуте это в основном шахтеры, которые приехали из Донбасса, и их родные. Пора уже Донецк забрать в Российскую Федерацию. По-моему, не здесь все чувства на лице. Потому что... Мы же должны оставаться одни. Мы хотим домой, в Россию. Как оказалось, в Воркуте очень много наших соотечественников. Неожиданно большое количество людей пришло голосовать. Действительно, администрация города Воркута помогла в организации референдума. Спасибо огромное. Надеемся, что будет мир.